нас не стартануло. Ага. Перед тем, как непосредственно перейду к инструментам поиска, к платформе IEEE, я вкратце хотел бы ознакомить вас всех, возможно, тех, кто не знаком, да, с самим издательством IEEE, с организацией IEEE, чем она занимается, какой деятельностью занимается и так далее. И вкратце рассказать о ценности тех материалов, которые публикуются этим издательством, и о том, какой именно тип контента, какие материалы вам сейчас доступны в рамках подписки, которую оформили в этом году. И также проведем небольшую демонстрацию в онлайн-режиме того, как искать материалы, где что находится, знакомство с интерфейсом. И напоследок, там последние минут 10-15 мы оставим на вопросы и ответы с вашей стороны. История IEEE, она начинается с очень многих, целого ряда величайших имен в истории человечества, изобретателей. Это Томаса Эдисона, Александра Белла, Никола Тесла и других выдающихся ученых своего времени. То есть начало свое отсчитывает IEEE, начиная с 1884 года. Тогда эта организация называлась American Institute of Electrical Engineers, то есть здесь из названия было только то, что это американский институт был именно специалистов в области электротехники. Да. На сегодняшний день эта организация в течение больше чем полутора века развилась, объединялась с другими аналогичными ассоциациями и на сегодняшний день превратилась в крупную международную профессионально-техническую ассоциацию и издательство, которое называется IEEE, то есть это Институт электротехники и электроники, сокращенно на английском IEEE. На сегодняшний день эта организация является одной из самых крупных профессиональных ассоциаций, и также она является и членской ассоциацией, членской организацией, куда входит более 400 тысяч участников, и при этом более 120 тысяч из них являются студентами разных уровней, то есть это и бакалавры, и магистранты, и PhD-студенты и так далее. На сегодняшний день IEEE также стал мировым лидером в области разработки и внедрения технических стандартов, протоколов, а также издания журналов научных, которые стали лидерами каждой в своей отрасли, своей тематики. Ну и также, конечно же, IEEE является и организатором крупных международных конференций, которые посвящены конкретным темам, то есть тематических конференций. Их проводится около 2000 ежегодно, соответственно, и материалы, которые презентовываются на данных конференциях, они издаются IEEE в виде сборников, и они также сейчас в данный момент доступны у вас по этой подписке. То есть, если условно поделить, то IEEE занимается своей деятельностью в 4 направлениях. Это как членская организация, это как разработчик технических стандартов, как организатор международных конференций и, конечно же, как крупнейший издатель научно-технической информации. Нас, конечно же, больше всего будет интересовать на сегодняшний день именно эта организация как издатель, но тем не менее, вот на данном слайде вы сейчас видите некоторые из обществ, из которых состоит IEEE. Как я уже говорил, этот институт является ассоциацией, соответственно, состоит из 39 обществ, советов и сообществ, каждая из которых имеет свое собственное направление работы, свой фокус какой-то конкретной науки, где именно ученые, специалисты со всего мира занимаются именно разработкой, исследованиями и внедрением вот этих самых стандартов, о которых я говорил выше. Здесь на данном слайде вы можете видеть некоторых из участников, кто удостоился почетного звания IEEE Medal of Honor Recipients, то есть обладатели медали почета, то есть это почетные члены IEEE, которые награждались этой медалью за свои определенные заслуги в разные годы. Вот здесь показан пример за последние 5 лет. Также стоит отметить, что информация, которая публикуется и разрабатывается IEEE, она очень популярна и не только в академических кругах, то есть не только в университетах. Стоит отметить, что все лучшие 100 университетов именно инженерной направленности, технической направленности Соединенных Штатов, они успешно пользуются информацией IEEE. Но также стоит отметить и, конечно, корпоративных клиентов,
и клиентов в сфере государственных учреждений, государственных служб. Так, чей-то микрофон включен, извиняюсь. Так, отвлекся. И в дальнейшем вот, хотел ознакомить также вкратце с ценностью, да, то есть что определяет ценность материалов IEEE и чем она выгодно отличается от многих других издателей, тех же самых журналов, которые издаются какими-то другими аналогичными издателями. Все дело в том, что вот по показателям цитируемости публикаций статьи и материалы издательства IEEE являются одним из самых лучших. Вот если взять пример, на данном слайде вы видите, что 8 из 10 ведущих журналов в категории Electrical and Electronic Engineering, то есть электротехника и электроника, они принадлежат либо издаются издательством IEEE. Или, к примеру, 9 из 10 журналов в категории телекоммуникации по версии Clarivate также издаются издательством IEEE и так далее. То есть все эти данные, в принципе, они доступны по ссылке www.ieee.org/citations для того, чтобы вы могли ознакомиться с импакт-фактором и с прочими показателями и индексами этих журналов. Каждый из них отдельности он приводится и как на сайте самих журналов, об этом я расскажу в дальнейшем. Также в целом можно ознакомиться с этим отчетом на сайте самого IEEE, а также, конечно же, на сайте источник этой информации, JCR, то есть Journal Citations Reports от Clarivate Analytics за 2022 год, за осень 2022 года. Также материалы IEEE, все статьи, все стандарты, которые цитируются и издаются этой организацией, они являются лидирующими также и по показателю импакт-фактора. Вот, как вы видите на данном слайде, журналы IEEE, в частности, да, являются первыми в категории автоматизации систем управления, к примеру, кибернетики и так далее. То есть, начиная вот от общих каких-то теоретических наук, заканчивая более практическими, в том числе и телекоммуникациями. То есть эти журналы являются номер один именно в этих своих категориях, на которых делают основной упор. Теперь мы плавно с вами перейдем к непосредственно самой электронной библиотеке IEEE Explore, доступ к которой у вас сейчас открыт с 1 марта. И в течение года у вас доступ обязательно будет, и мы будем проводить различные мероприятия и вебинары, аналогичные сегодняшнему. Да. Это уникальная комплексная система информации, то есть это платформа, где собрана вся информация, которая издается этой организацией. Начиная от журнальных статей IEEE, технических стандартов и сборников материалов конференций, которые организовывает IEEE. То есть вся эта информация собрана в одном месте, на одной платформе, которая называется IEEE Explore. Также, помимо той информации, которую я сейчас обозначил, сюда также размещается информация, которая пока не входит в тот пакет подписки, который вы купили. Это электронный курс IEEE и коллекция вся e-learning courses by IEEE называется. И еще один продукт, это электронные книги IEEE, это тоже отдельный продукт, который для вас сейчас недоступен, но он также расположен на этом сайте ieexplore.ieee.org, то есть на этой платформе. Теперь, что касается теоретических дисциплин и вообще охвата IEEE, то есть IEEE охватывает очень широкий спектр технических наук и направлений, а также наук, которые созданы на стыке нескольких направлений, начиная от аэрокосмической промышленности, искусственного интеллекта и заканчивая в том числе и логистикой, транспортом и информатикой в сфере бизнеса, к примеру. Да. На сегодняшний день мы все знаем, что IT-технологии, они очень плотно и глубоко внедрились в самые разные сферы нашей жизни, в том числе там, интернет вещей, опять же логистика, кибербезопасность, финтех. То есть все эти науки, они охватываются изданиями, журналами, статьями, которые издаются в этом издательстве. Здесь приведены некоторые скриншоты, то есть для того, чтобы показать количество статей, которые можно найти на платформе IEEE Explore по каким-то ключевым конкретным запросам, например, Computer Engineering. Это скриншот был сделан относительно недавно, то есть более 400 тысяч результатов. Да?
Software Engineering, один из популярных запросов также, то есть более 100 тысяч результатов. И так далее. На этом мы сейчас акцентироваться не будем, остановиться во время онлайн-демонстрации работы платформы. Теперь вкратце, что касается того, к чему у вас опять же открыт доступ, я повторюсь, у вас имеется доступ сейчас к научным журналам IEEE, их 200 изданий сейчас насчитывается, к сборникам материалов конференции, то есть каждый год IEEE проводит более 2000 конференций, соответственно, на данный момент на этой платформе собрано более 3 миллионов статей, которые входят в эти сборники. И также у вас имеется доступ к полной коллекции технических стандартов IEEE. Стоит подчеркнуть, что именно действующих стандартов, то есть они на сегодняшний момент внедрены, считаются активными, и также к 700 стандартам, которые находятся в стадии разработки. То есть изучая, получая доступ к стандартам, которые находятся в стадии разработки, можно получить определенную информацию касаемо каких-то трендов в развитии той или иной науки и, основываясь на этой информации, писать свои статьи, основывать какие-то свои выводы при ваших исследованиях. И опять же, как я сказал, здесь вы на скриншоте видите, не выделено здесь два продукта. Это образовательный курс IEEE и Learning Courses и коллекция электронных книг, к которым у вас доступа не имеется. Однако вы можете проводить поиск, находить эти материалы. Мы отслеживаем всегда эти запросы, и если наберется определенное количество запросов, то есть интереса со стороны пользователей, то мы обязательно постараемся, конечно же, подготовить для руководства вашего коммерческое предложение для того, чтобы открыть доступ и к этим оставшимся продуктам. Но на данный момент у вас 3 ключевых основных продукта имеется. Это журналы, сборники конференций, технические стандарты. И именно все эти материалы, их в общем количестве более 5 миллионов статей, они у вас сейчас есть в полном доступе. И вы можете находиться сейчас на кампусе вашего университета и получать доступ к этой информации по IP-адресу, то есть отдельного логина и пароля не требуется для входа. Об этом я сейчас также остановлюсь и продемонстрирую. Но в ближайшее время мы также сейчас работаем над тем, чтобы обеспечить ваш университет программным обеспечением для получения удаленного доступа к этой информации и к другой информации, которая приобретена в вашей библиотеке. Ну, здесь вы на скриншоте видите основной сайт. Я на нем также, опять же, останавливаться, долго заострять внимание не буду, потому что мы сейчас с вами перейдем в браузер, секундочку, и мы посмотрим, как это все работает непосредственно онлайн режиме. Так, сейчас вы должны увидеть браузер. Так, по-моему, кто-то в чате, да, отписался. Отлично, я вижу ваши фамилии. Все замечательно. Еще раз повторюсь, для тех, кто, возможно, позже сейчас подключился к этому вебинару, все те, кто желает получить сертификат по окончанию данного вебинара, прошу вас в чат-бокс отписать ваше фамилия, имя и электронную почту, для того, чтобы мы ваше имя зафиксировали и отправили электронный сертификат на вашу электронную почту. У нас это будет происходить автоматически, поэтому если вы не укажете вашу почту, к сожалению, мы не сможем вам отправить сертификат. Так, здесь вот вы видите у нас главную страницу поиска интерфейса платформы IEEE Explore. Как я уже говорил, она находится по ссылке ieeexplore.explore/home.jsp. Эту ссылку я сейчас также направлю сюда в чат-бокс для удобства. И если вы сейчас находитесь в университете, опять же, подключены к университетской сети Wi-Fi, либо проводному интернету, у вас получится открыть полный доступ. У вас здесь встретит приветственное окно. Здесь будет сообщение Access provided by Kazakh National University Al-Farabi. И вместо вот этой надписи Institutional Sign-in у вас будет приветственное окно с названием вашего университета. Начнем мы знакомство с интерфейса. Вот слева сверху вы видите это ссылки на основные сайты, связанные с IEEE. Это IEEE.org. Это организационный, то есть основной веб-сайт самой организации IEEE. IEEE Explorer — это быстрая ссылка, опять же, на эту же платформу, на главную страницу.
По быстрой ссылке наверху, вот здесь вот IEEE SA, вы получите доступ к коллекции стандартов IEEE. И отдельная ссылка, здесь приведена быстрая ссылка на переход к журналу IEEE Spectrum. Ну, основное окно работы у вас будет это Browse, то есть обзор материалов. Здесь вы можете выбрать конкретный тип материалов для того, чтобы сразу перейти непосредственно к поиску по только этим материалам. Как я в самом начале обозначил, у вас доступ имеется к материалам конференции, к журналам, периодическим изданиям и к стандартам. Соответственно, вас будет интересовать только раздел Conferences, Journals and Magazines и Standards. Раздел Books and Courses у вас пока не полный доступ будет, но тем не менее, если вас интересует этот контент, очень прошу вас туда заходить, смотреть, интересоваться. В случае, если вы попытаетесь, конечно, получить полный доступ, мы зафиксируем этот интерес и, соответственно, в дальнейшем можем рекомендовать руководству вашего университета, что есть определенный интерес к этому контенту. То есть, в принципе, можете заходить на все эти разделы. Также последние два раздела — это быстрые ссылки на раздел Recently Published, то есть недавно изданные статьи и материалы, которые вот буквально за последний месяц-полтора были добавлены на платформу IEEE Explore. И самое последнее — это, конечно же, Popular, то есть самые распространенные популярные статьи, которые вызывают максимальный интерес на момент у посетителей, пользователей портала IEEE Explore. В центре мы, конечно же, с вами видим основное окно поиска и основные инструменты для поиска. Это Advanced Search, продвинутый поиск. На его функционале, его разбору я сейчас остановлюсь далее. И также очень немаловажный инструмент называется Top Searches. Здесь можно посмотреть тренды и по поисковым запросам и узнать, каковы вообще тренды в исследовании конкретно на этой платформе и в целом, соответственно, по области технологий, какие темы, какие ключевые слова запрашиваются наиболее часто. В дальнейшем, вот, во время практического вебинара я буду останавливаться очень подробно именно на этом инструменте и о том, почему важно пользоваться инструментом Top Searches, изучать тренды. И это очень полезно будет именно при подготовке ваших материалов, вашей рукописи, при написании статей. Об этом мы остановимся, поговорим в пятницу, разберем некоторые примеры. Дальше с правой стороны вы видите возможность создать личный свой аккаунт, то есть учетную запись на портале IEEE Explore, который дает возможность вам сохранять информацию, статьи, добавлять в избранные журналы. Об этом я также остановлюсь ближе к концу сегодняшнего вебинара. И если у вас уже создан, то есть имеется уже аккаунт на портале IEEE Explore, вы можете нажать на ссылку Personal Sign In и ввести логин и пароль ранее созданного вашего аккаунта. У меня аккаунт здесь уже имеется, поэтому я сейчас через пару мгновений произведу вход. Соответственно, вы заходите в свой аккаунт, и у вас появляется возможность персонализации этого сайта. Здесь ниже сможете сохранить и отобразить те журналы, которые вам интересны, то есть так называемые закладки. Здесь это все будет отображаться, на этом я остановлюсь чуть позже. Также здесь вас заинтересует раздел My Settings, мои настройки. Здесь можно настроить уведомления о тех или иных поисковых запросах, сохранить статьи и материалы ранее сделанных поисковых запросов в отдельных папках в разделе так называемый My Research Projects. То есть все те папки, все те проекты, которыми вы занимаетесь, вы можете их сохранять здесь в личном кабинете для того, чтобы было удобнее сортировать эту информацию и в дальнейшем ориентироваться в ней. Следующая настройка — это My Favorites, то есть здесь вы можете настроить и сохранить избранные ваши журналы, то есть это аналогично функционалу во многих браузерах, так называемое добавить закладки, да? Здесь вы можете добавить закладки конкретные журналы,
Вот я лично добавил, к примеру, в свой профиль журнал IEEE Access, для того, чтобы, зайдя сюда в свой профиль, перейдя на вкладку «Мои закладки», я мог быстро зайти на главную страницу этого журнала и ознакомиться с его содержимым. Здесь вы видите на данной странице интерфейс журнала IEEE Access, но интерфейс всех журналов, в принципе, выглядит одинаково в плане функционала, в плане команд. И я сейчас вас кратко ознакомлю именно с тем, что вы здесь видите. Наверху справа видите команду Submit Manuscript. Через команду вы сможете подавать рукописи в эту статью после того, как вы провели огромную работу по подбору темы и так далее. То есть мы как раз таки разберем в пятницу, когда мы сможем наконец нажать на кнопку Submit Manuscript. Следующая команда — это Add Title to My Alerts, соответственно, добавление этого журнала в список ваших уведомлений. То есть, если вы нажмете на эту кнопку, к примеру, то любые новые статьи и материалы, которые добавятся в этот журнал, когда это будет происходить, вам на почту будет приходить уведомление о том, что в этом журнале появилась новая статья, для того, чтобы вы могли своевременно это все посмотреть. Ну и последнее — это добавить закладки, вы можете убрать, также добавить, то есть, в принципе, это уже я рассказал. About Journal — этот раздел посвящен краткому описанию журнала, знакомству с редакторским составом, то есть кто в числе редакторов. Также вы можете здесь ознакомиться с условиями принятия рукописей, то есть какие требования к материалам, к оформлению там, и так далее. Также здесь можно ознакомиться с охватом, с кратким описанием, с требованием журналов, в том числе касательно так называемого Article Processing Charges, то есть плата за обработку статьи. Кстати, стоит отметить, что ваш университет в рамках настоящей подписки приобрел 3 так называемых APC, то есть 3 статьи на обработку. Это означает, что 3 автора с вашего университета имеют возможность бесплатно подать эту рукопись, имеется в виду бесплатно в том плане, что за рассмотрение, за обработку этой статьи IEEE никаких денег дополнительных запрашивать не будет. То есть 3 таких статьи вы можете подать от имени вашего вуза. То есть если у вас сейчас в данный момент есть какая-то статья готовая, то вы можете ее уже подавать. Более подробно, как это делается, я, конечно же, остановлюсь и расскажу уже в пятницу. Это не входит в рамки сегодняшнего вебинара, это входит в рамку как раз вебинара, касающегося написания и подачи рукописей в IEEE. То есть этот раздел очень важен, как вы видите, About Journal, посвящен полной информации касательно журнала. Также с левой стороны сверху, опять же, эти сведения относятся именно к этому журналу. Это все индексы и показатели, начиная вот от импакт-фактора, айген-фактора и заканчивая индексом Site Score от Scopus. Перейдя во вкладку All Volumes, вы можете ознакомиться со всеми выпусками журнала за все годы, начиная вот за последние 10 лет, с 2013 года, к примеру. То есть, если вы зайдете на 2022, то вы можете увидеть издания все за этот 2022 год, ознакомиться в том числе и со всеми статьями. Вкладка Current Volume позволяет перейти сразу к изданию журнала за текущий период и, соответственно, к ознакомлению со статьями, которые изданы уже в этом году в течение первого квартала. Вкладка Early Access в журналах, она посвящена статьям так называемого раннего доступа. То есть это когда статья представляет огромный интерес для научного сообщества, и, соответственно, редакторский отдел этого журнала в онлайн формате этого журнала публикует эту статью где-то на 3 месяца до полугода. То есть раньше, чем на полгода, чем она будет опубликована, к примеру, в бумажной версии этого журнала или периодического издания. Соответственно, имея онлайн-подписку, у вас есть возможность раньше, чем остальные читатели, получить доступ к этой статье до полугода.
Ну, вкладка Popular, она, в принципе, в представлении объяснений дополнительно не нуждается. Здесь самые популярные по количеству просмотров, чтению и скачиванию статей именно в этом журнале за текущий период. К примеру, вы можете выбрать, мы сейчас выбрали здесь февраль, вы можете взять календарь и выбрать какой-то другой период, к примеру, январь 2021 года. И нажав кнопку Apply, вы отобразите именно популярные статьи за тот период. Во вкладке Topics вы можете рассортировать и ознакомиться, и сделать обзор всех статей, либо в алфавитном порядке, либо по году публикации, либо в соседней вкладке By Society Council, то есть рассортировать статьи и материалы по обществам, которые издавали эту статью. Как я отмечал в самом начале нашего вебинара, IEEE является членской ассоциацией и состоит из многих обществ и сообществ. Их на сегодняшний день IEEE, внутри IEEE насчитывается 39. Соответственно, каждый из них старается опубликовать информацию в рамках своей компетенции, своего направления. Соответственно, и сортировка материалов идет именно по направлению деятельности этого конкретного общества. Ну и возвращаясь на вкладку Home, здесь всегда можно ознакомиться с информацией на главной страничке этого журнала, опять же ознакомиться с правилами подачи рукописей, перейти, то есть по быстрой ссылке в авторский центр. Авторский центр — это раздел платформы IEEE, который помогает как начинающим, так и опытным авторам воспользоваться бесплатными онлайн-инструментами для редактирования, подготовки своей рукописи. Ну, на этом разделе, опять же, я остановлюсь на пятничном вебинаре, который посвящен именно более практическому направлению, тому, как писать статьи. Вот это касается начальных страниц, то есть главной страницы раздела журнала, то есть Browse Journals and Magazines. Здесь можно ознакомиться с главной страницей и с требованиями каждого из журналов. Журналов, я напомню, на данный момент больше 200 насчитывается. Теперь возвращаясь на главную страницу IEEE Explorer, следующим я хотел бы вас ознакомить с разделом Conferences. Здесь аналогично предыдущему разделу можно ознакомиться уже с конференциями. Каждая конференция IEEE, так же как и журнал, имеет свой собственный подраздел здесь в IEEE и собственный веб-сайт, отдельную страничку, где вы также можете в подробности ознакомиться с стандартами оформления, с редакторскими требованиями, также ознакомиться с составом тех, кто ответственен за проведение и организацию этой конференции. Ну и, конечно же, ознакомиться с наиболее популярными, интересными и цитируемыми статьями, которые издаются в рамках данной конкретной конференции. Каждая из конференций носит свое название, она из года в год обычно не меняется, она указана здесь. То есть они проходили, возможно, где-то когда-то и 80-е, и 90-е, и проходят, возможно, и сейчас. Есть некоторые из конференций, которые проводятся уже очень много лет и продолжают проводиться до сих пор. Вот одна из самых последних конференций, вот она в названии, видите, стоит 2021 IEEE International Conference on Autonomous Systems, то есть конференция IEEE, посвященная проблемам автономных систем. Здесь, соответственно, рассматривается вопрос автономных систем. Эта конференция проводилась в 2021 году в городе Монреаль в Канаде. Здесь как раз можно увидеть все сведения, касаемые этой конференции. Есть ее уникальный идентификатор номер DOI, указана дата издания этого сборника. И здесь как раз таки можно ознакомиться уже со статьями, которые входят в этот самый сборник. Здесь можно рассортировать режим просмотра все статьи этой конференции, либо самые популярные. Здесь будет выведен в топ в зависимости от алгоритма, в зависимости от количества цитирований, просмотров и скачиваний. Здесь есть быстрые ссылки с левой стороны экрана, Quick Links, на то, чтобы вы могли увидеть, когда будет ближайшая эта же конференция, но в этом либо в следующем году. Search for upcoming conferences, то есть здесь вам даст ссылку на календарь конференции IEEE. Здесь вы можете ознакомиться
с ближайшей конференции, которая будет проходить под эгидой этой организации. Ну и также две ссылки на полезные инструменты. С одним из них уже знаком, это IEEE Author Center и IEEE Publication Recommender. Это инструмент для потенциальных авторов статей в журнал и в конференции IEEE, для тех, кто хочет определиться с изданием, то есть куда я хочу подать свою рукопись. То есть с помощью этого инструмента как раз можно в автоматическом режиме бесплатно сделать такой выбор. Разбор вот этих инструментов, я еще раз повторюсь, я проведу в пятницу. Теперь снова возвращаясь на главную страничку интерфейса IEEE Explore, мы также остановимся на стандартах, standards. Здесь я напомню, вот я в самом начале это обозначил, у вас на данный момент есть доступ к более чем 2000 активных стандартов, вот здесь они выделены 2119, да, если быть точным, и около 600-700, по-моему, стандартов, которые находятся в режиме разработки еще, то есть они еще не утверждены. Поиск и сортировка стандартов обычно проходит либо по новизне, либо здесь вот сверху в этом интерфейсе видите by number, то есть по номеру. Если вы знаете номер конкретного стандарта, либо протокола, вы можете его здесь ввести и ознакомиться с ним. Также можно ознакомиться со стандартами по темам в алфавитном порядке, обратном алфавитном порядке и так далее. То есть здесь можно разные варианты сортировки выбрать и количество отображения этих стандартов. И также здесь, проставив галочки, можно выбрать, какие стандарты вы хотите изучить: активные, неактивные, то есть уже вышедшие из употребления, архивные, либо те, которые были заменены более новыми какими-то стандартами, их здесь тоже около 2000 находится. Также есть возможность фильтровать доступ к этим стандартам по году публикации. Здесь видите, ползунок. С самого начала у вас, видите, здесь 1890 год и до 2023, до сегодняшнего. Также здесь можете, поставив галочку, выбрать тип стандарта. То есть это документы технические, то есть уже утвержденные варианты, исследовательские там, и так далее. То есть по типу и характеру этого стандарта. Так, и я уже говорил о том, что вот к разделу Books and Courses у вас пока будет ограниченный доступ, но тем не менее, я, конечно же, призываю вас ознакомиться с курсами IEEE. Они позволяют накапливать определенное количество баллов после прохождения, которые, опять же, можно вывести потом в виде сертификатов и также иметь очень хорошее приложение к вашему резюме. Эти курсы, они платные, соответственно, если у вас будет достаточное количество интереса, мы можем оформить также подписку и на курсы IEEE. То же самое касается электронных книг, за единственным исключением того, что здесь, конечно же, никакие баллы не начисляются, но здесь есть доступ к очень широкому списку именно электронных книг, посвященных этой тематике этой платформы. На сегодняшний день здесь насчитывается более 5000 электронных книг, но вы здесь пока, так как отсутствует подписка на книги, можете ознакомиться только с вводной частью, то есть с абстрактом, и получить определенную какую-то информацию ограниченного характера касательно этой книги. Теперь непосредственно можем перейти к инструменту основному для поиска, то есть это поисковый робот IEEE Explore. Он, в принципе, аналогичен и очень похож на поисковых роботов, к которым мы привыкли пользоваться каждый день, тот же Google, Яндекс и так далее. То есть здесь, в принципе, работают все те же принципы и операторы. Большим плюсом и большим отличием здесь является возможность задать поисковому роботу именно тот раздел, то есть те метаданные, по которым вы хотите вести поиск. Вы можете ограничить поиск только книгами, только конференциями, курсами, журналами, стандартами, по имени авторов и также по цитированию. То есть здесь вы можете вводить поисковые запросы и уточнять, по каким метаданным вы хотите вести поиск. Либо вы можете провести простой общий поиск, выбрав All. В таком случае поисковый робот будет искать заданное ключевое слово, которое вы сюда забьете
по всем метаданным. Мы сейчас с вами, например, поиск fixed speeds wind и нажать ОК. И, соответственно, начнется поиск по этому ключевому слову по всем метаданным. То есть здесь поиск ведется как по журналам, как по материалам конференции, так и по книгам, к которым у нас, напоминаю, доступа пока нет, но есть доступ к журналам, конференциям и к стандартам. Вот здесь вы видите интерфейс результатов поиска. Здесь вы можете выбрать количество результатов поиска на одну страницу, нажать галочку, к примеру, на определенных результатах, которые вам интересны, и выбрать их для экспорта, нажав кнопку «Экспорт» справа сверху, и сохранить их в виде текстовых файлов, в виде файла формата BibTeX, RIS, RefWorks, либо сохранить в ваш профайл в Collabratech, либо сохранить при наличии активной учетной записи. Если вы завели себе личный кабинет, здесь можете сохранить в отдельной папке, назвав ее названием вашего проекта, вашей статьи. К примеру, у вас уже сохранен, да, проект number one. Мы вводим краткое описание документа. Сохранить в своем личном кабинете. Здесь можем также выбрать ключевые слова, для того, чтобы нам легче было потом ориентироваться в коллекции, которую мы с вами сохраняем. Вот я, к примеру, выбранные вот эти результаты поиска сохранил в своем личном кабинете в конкретной папке, которая посвящена проекту номер 1. Для примера я его сохранил. Также здесь есть возможность отфильтровать результат поиска по типу публикации. К примеру, вас интересуют только журнальные статьи и только открытого доступа. Соответственно, вы ставите галочку на Journals и Open Access Only. И после этих изменений, видите, количество найденных статей сократилось ровно до 8. То есть, таким образом, вы можете эффективно сужать результаты поиска, фильтровать их до тех пор, пока не останется там 10-15 статей, с которыми будет максимально удобно работать. Конечно, поисковый запрос может быть очень широким, и, соответственно, и результаты поиска могут быть очень обширными, там 1000-1500 статей. С этим, конечно, очень сложно будет работать, а уже когда остается 8, 10, 15 статей, уже можно делать определенный выбор и изучать. Пройдя, нажав вот на ссылку на конкретную статью, вы можете открыть уже непосредственно эту статью в полнотекстовом режиме. Вы можете выбирать, как вы хотите ее просматривать. Можете просматривать в HTML варианте, то есть прямо в браузере. Просмотр в браузере представляет свои большие плюсы тем, что изображение масштабируется, его можно кликнуть, нажать, увеличить при необходимости, более подробно изучить, открыть его в полноэкранном режиме. Изменить в динамическом режиме размер шрифта, к примеру, если у вас очень плохое зрение, можете увеличить шрифт, можете его уменьшить, можете включить лупу для того, чтобы приблизить эту информацию. Также в HTML варианте вы можете ознакомиться с показателями этой статьи, то есть сколько цитирований этой статьи было сделано, сколько было полнотекстовых просмотров, список авторов, возможность просмотреть, сделать быстрый просмотр списка литературы при написании этой статьи, кнопка Share для того, чтобы поделиться этой статьей в Твиттере, через email, Facebook, LinkedIn. И если IEEE является владельцем авторских прав на эту статью, можно нажать на эту кнопку и как бы попросить авторов, соавторов разрешения использовать часть этой статьи, если она выходит за рамки обычного цитирования. К примеру, при обычной работе там, вы берете вот определенную только часть для своей работы, для цитирования. Если вам захочется взять какой-то больший отрывок, для того, чтобы не было проблем с авторскими правами, с Turnitin, к примеру, с антиплагиатом и так далее. То есть вы можете нажать на эту кнопку и начать эту работу. Также здесь есть быстрая ссылка Save to, то есть сохранить в конкретную папку внутри вашей личной учетной записи.
И значок колокольчик, он аналогичен такому же значку на всем известном сайте YouTube. Здесь вы можете нажать Alerts и добавить письменное уведомление, будет приходить на вашу почту, добавить эту статью, и при цитировании этой статьи каким-то другим автором вам будет приходить уведомление на электронную почту. Что касается, вот с левой стороны вы видите уже саму структуру этой статьи. Здесь можно делать быстрые переходы, к примеру, к вводной части, к методике ознакомиться, сделать быстрый переход наверх, справа, ознакомиться с ключевыми словами. Важность ключевых слов я опять же буду разбирать во время пятничного вебинара. И ознакомиться с другими показателями, с статистикой по цитированию, в Scopus, в Crossref, на других индексах. Ознакомиться с полным списком авторов. Некоторые из них даже указывают контактные данные для того, чтобы можно было с ними связаться и обсудить эту статью, возможно, попросить соавторство там, и так далее, если тема вашей работы совпадает с этой работой и так далее. Также есть отдельный раздел Figures, здесь расположены схемы, рисунки, картинки, связанные с этой статьей. В HTML варианте статьи есть возможность опять-таки увеличить и просмотреть, может быть даже сохранить себе на жесткий диск. Здесь очень важный также раздел Citations, здесь показаны, какие работы были процитированы внутри этой статьи, и во втором разделе как бы здесь можно найти статьи, на которые ссылается, то есть не только на которые она ссылается, но и кто из авторов ссылается на эту конкретную статью. То есть и с таким списком можно ознакомиться прямо в одном месте. К примеру, вот если вы нажмете на эту кнопку, то вы можете ознакомиться вот именно с этим списком. Вот. Выбрать галочку и экспортировать его либо в виде простого текста, либо опять же в формате BibTeX, RAS, RefWorks, любой удобный формат. Либо опять же сохранить в своем папке, в своем личном кабинете для дальнейшей работы. Это все, что касалось HTML варианта просмотра статьи. Также есть возможность скачать эту статью в PDF формате. В таком случае вы увидите ее вот в классическом виде, как мы привыкли видеть обычные статьи, но с определенными ограничениями. Здесь не будет возможности так эффективно и красиво увеличить картинки. Есть только будет возможность зумом приблизить и отдалить текст и какие-то отрывки этой статьи. Поэтому, если вы планируете ознакомливаться со статьей подробно, долго, то я рекомендую использовать HTML формат для того, чтобы была возможность где-то увеличить эту картинку, ознакомиться поближе. Но в целом PDF вариант, он очень удобен тем, что можно его моментально распечатать, либо поделиться с коллегами, либо сохранить на свой телефон, на жесткий диск. Теперь вернемся на главную страницу. И мы с вами подробнее остановимся на функционале Advanced Search, то есть продвинутый поиск. Нажав на нее, вас встретит интерфейс продвинутого поиска. Основное отличие продвинутого поиска от обычного поиска в том, что здесь есть возможность комбинировать поисковые запросы, ключевые слова с помощью встроенных операторов. То есть эти операторы работают так же, как и во всех других поисковых роботах. Это оператор AND, для того, чтобы объединить, к примеру, первый поисковый запрос и второй, либо противопоставить второй с третьим с помощью оператора OR, либо можете добавить еще один оператор, к примеру, NOT, для того, чтобы ввести вот четвертое какое-то ключевое слово, для того, чтобы исключить его из поиска. То есть оператор NOT используется для исключения поискового запроса, который идет после него, из общего поиска вашего. Таким образом, можно максимально эффективно сузить количество статей, которые можно найти с помощью IEEE. Также с правой стороны есть возможность по каждому из этих ключевых слов задать метаданные
в рамках которой будет вестись поиск. К примеру, вы хотите найти запрос и объединить его с этим запросом, но по, к примеру, содержимому, да, full text only, то есть внутри текста статьи вы хотите найти вот это ключевое слово, а вот это ключевое слово по статье в целом. Также можете добавить имя автора, мистер Смит, и добавить здесь, уточнить, что именно по автору вы хотите этот поиск сделать. И таким образом задать сложный запрос, так называемый, для того, чтобы вы могли уже специфичные какие-то материалы найти. Также здесь есть возможность ввести этот же поиск, но в виде командного режима. То есть здесь вы можете вбивать ключевые слова, но уже вручную использовать этих операторов, к примеру. То есть, вместо того, чтобы использовать вот эти готовые встроенные операторы, вы можете просто вводить их вручную. То есть это будет работать в любом случае. Здесь вот если нажмете на вопросительный знак, есть более подробная справочная информация о том, как эти операторы здесь работают. Но, опять же, если вы когда-либо вообще работали с поиском, в принципе, для вас это будет знакомо и проблем никаких не вызовет. И так же, как и в большинстве поисков, в том числе в том же Google, если вы возьмете поисковый запрос кавычки, то этот поисковый запрос будет задан именно в этом порядке, в каком вы его здесь указываете. То есть здесь не будет такого, что слово turbines будет в начале результата, fixed в конце и так далее. То есть именно вот в каком виде вы написали предложение, в таком оно и будет вести. И третий раздел, немаловажный, это Citation Search. Здесь, если вам известна более узкая информация касательно того материала, который вы ищете, например, уникальный номер DOI, либо наименование издания конкретного, да, к примеру, AAA Access, да, может быть, вы знаете имя автора, который вас интересует, к примеру, профессор. Возможно, вы знаете том и так далее, то есть год выпуска, к примеру, 2021, да, и в таком случае этот поиск, опять же, будет более узким, более сфокусированным. Видите, вот то, что я задал, вот он выделяет желтым, то есть шел поиск исключительно по журналу AAA Access, показывать материалы только авторов с фамилией Zhang и только за 2021 год. Здесь получилось 1306 результатов. И используя дополнительные возможности для фильтрования результатов, мы можем сузить количество найденных статей до какого-то двухзначного числа, скажем так. Здесь стоит остановиться на таком фильтре, как Author. То есть, если вы знаете конкретно полное имя автора, вы можете выбрать, какого именно мистера Жанга вы хотели бы, чьи работы здесь увидеть. Также есть возможность фильтровать по связи автора с конкретной организацией. Что это означает? Это означает, что, к примеру, вы знаете, где работает профессор Жан, который вас интересует, и вы можете указать, с какого именно университета он должен быть. То есть это author affiliation, то есть связь автора с конкретной организацией. К примеру, National Key Laboratory for Electronic Measurement нас интересует. Мы жмем в самом низу Apply, то есть применить фильтр. И останутся здесь статьи только вот этого конкретного профессора Жанга, который работает именно в этом университете. Здесь сразу становится 6 результатов. То есть чем больше сведений вам известно при изначальном поиске, тем лучше. То есть вы можете их сразу применить в разделе вот этих фильтров и отфильтровать ненужные материалы. Иначе, конечно, будет достаточно проблематично найти нужную интересующую вас статью. Будет сразу 1000 результатов и так далее. То есть такие инструменты имеются. И самое последнее, но опять же важное в этом интерфейсе, хотел бы вас ознакомить с разделом Resources and Help. Здесь можно увидеть справочные материалы, ссылки на
обучающие видео по работе в IEEE Explore.